Друзья, сегодня у нас именно тот день, когда мы непосредственно поговорим уже о новой лодке Sherpa Extreme. И хотелось бы отметить, что в целом испытания не начинаются именно сегодня, они уже идут 3 дня практически, потому что лодка шла в паре со стандартной шерпой по реке Лена на редукторе, на винте, и там тоже есть некоторые выводы. Сегодня у нас, как видите, очень хорошая погода, повезло, потому что до этого шел снег, было холодно. Но и у нас есть возможность именно здесь, под Синскими скалами, посмотреть, испытать и вообще пообщаться с теми людьми, которые делают эти лодки. И очень отрадно, приятно, что именно те люди, которые занимаются производством лодок, непосредственно приезжают как бы в поля, да, то есть, в нашем случае на реку, чтобы их испытать. Итак, давайте познакомимся. Я думаю, наши постоянные телезрители, возможно, знают уже. Сергей Саранчин, руководитель производства лодок «Выдра». Сергей, на камеру приветствую. Расскажи про такое как описание вот этой лодки, в чем ее отличие? Ну, про лодку мы, конечно же, обязательно поговорим. В первых строках, как говорится, я бы хотел поблагодарить вас, тебя, Руслан, конкретно, и компанию Pro Extreme за то, что предоставили такую возможность приехать в такие красивейшие места. Я, как говорил, я сам с Якутии, но ни Ленские столбы, ни Синские столбы, вот эти поющие столбы я никогда не видел. И это оставило прям впечатление какое-то неимоверное, я даже не могу словами описать, как здорово, как прикольно и у нас есть возможность совместить и работу, и испытания, да, и вот такой вот высококлассный туризм такого высокого уровня. Это прям здорово. Спасибо большое. Все время к вам с удовольствием приезжаем, и получаются отличные результаты. Спасибо. Теперь про лодку. Лодка Sherpa Extreme. Это не сказать, что прям новая лодка. Это модификация уже стандартной Шерпы, которую многие знают, которая многим полюбилась. И лодка, в принципе, та же. Но нам пришла в голову идея, что мы хотим сделать лодку более живучей, более выживающей в сложных местах. Поэтому и назвали Extreme, она для экстремальных мест. Но цель была сделать более живучую лодку. Как мы этого добились? И мне кажется, что мы этого уже добились, забегая вперед, наверное, да, перед тестами. Но что мы сделали? Основные отличия от стандартной шерпы. Можно, кстати, посмотреть. У нас рядом как раз 2 лодки стоит. Это стандартная типовая шерпа 2022 года выпуска. Она уже 3 года ходит, 3-й сезон. И что меня радует, она в отличном состоянии. Спасибо. И я знаю, что Руслан в сложные места ходил, и лодка по-прежнему в классном таком состоянии, в принципе, как новая. Итак, основные отличия. Первое основное отличие – это материал баллонов, а именно плотность материала. На Extreme использован материал плотностью 1450 грамм на метр квадратный. Стандартная шерпа использован материал 1100 грамм на метр квадратный. Вообще лодки ПВХ надувные такого класса делают где-то от 850 до 1100. Здесь максимальный известный, на рынке, скажем так, да, используемый материал 1100. Здесь мы решили сделать 1450. Это первое основное отличие. Второе отличие, которое мы сейчас даже не сможем увидеть, оно кроется внутри дна. Во-первых, использован более плотный, опять же, материал переборок дна. Это позволяет, чем плотнее материал, тем он прочнее. И это позволяет нам усилить сами переборки. Это раз. Во-вторых, мы сделали усиление, дублирование швов. Переборка сделана таким Т-образным способом. Так идет ткань, и так к ней пришита ткань другая, и формируется переборка. А эта полоска клеится к дну. И к крышке, да, дна, если можно так сказать. Мы разработали специальный замок, конструкция которого является коммерческой и производственной тайной, с помощью которого мы усилили дополнительно это сочленение. Это одно из слабых мест любой лодки НД, потому что это сочленение может порваться, да, здесь максимальное усилие. Мы его усилили. Это второе отличие. Третье отличие.
Мы добавили еще один ряд аварийных баллонов. Мы это решение уже использовали в лодке Sherpa Everest. И мы решили, что это важно, и это хорошее решение. В классической шерпе внутри баллона сверху идут аварийные баллоны, скажем так, когда вы в случае, если будет пробитие борта, вот, борт свою форму не потеряет, потому что есть аварийный баллон. В экстриме аварийные баллоны идут как в верхней части, так и в средней части борта. То есть он двойной. Поэтому в случае, даже если такую ткань пробьешь 1450, всякое может случиться, у нас геометрия, она вообще максимально сохранится. Можно будет попробовать сдуть баллон, мы это сделаем, наверное, сегодня на тестах аварийные, и посмотрим, насколько у нас выдерживается вот эта вот геометрия лодки самой. Это важно, когда ты идешь полный грузом. Мы сегодня шли, у нас груза было вот так, мы сейчас лодку разгрузили, да? Вот, 3 человек в лодке, полная лодка. Если ее пробить и борта упадут, будет очень тяжело дойти до того места, до которого тебе нужно дойти, потому что груз начнет валиться и так далее, да? Вот. И это мы тоже сделали. Что еще? В лодке Sherpa Extreme мы комплектуем усиленными веслами. Эти весла себя уже тоже показали. Вот. Мы их использовали как багор. Мы залетали туда, куда не стоило залетать. Вот, повышали и отталкивались веслами и выходили. То есть весла прочные, и это идет в комплекте. Еще одно нововведение, которое мы применили в этой лодке, это новая форма и материал, из которого сделан интерцептор, туннель. Вот, можно пройти, посмотреть. Конечно же, наверное, мы не увидим это глазами, потому что он обклеен ПВХ-тканью. Но этот туннель сделан из стеклопластика. Он небольшой толщины, там в районе 5 миллиметров, но очень-очень прочный. Мы его проверяли следующим образом. Мы тоже тестируем у себя на производстве модели. Мы его колотили молотком. Я по нему проезжал на большом автомобиле. Вот, и он остался целым, твердым, вернул свою форму и, в общем, продолжил работать. Ушли практически от прохватов. Даже в сложных условиях, на сложных волнах, при больших скоростях. Его абсолютно не выгибает, он абсолютно прочный. Если бы был снят мотор, можно было бы на него встать, допустим, мне весом 100 килограмм, и он бы остался ровным. Это тоже серьезное такое нововведение. И хоть мы это не закладывали в цели проекта, но мы понимали, что вероятно так произойдет. Это действительно произошло, это подтвердилось при прохождении реки Лена в шторм. Были сильные волны, и мы поняли, увидели, что лодка значительно еще повысила свою продольную жесткость. Она стала еще жестче за счет того, что у нас жесткие материалы в бортах, в дне, дополнительные переборки. Усилились такие ребра жесткости, и лодка, она даже при большой волне, без каких-либо там усилений, да, она идет как струна. Вот, и один из капитанов, он даже сравнил эту лодку с катером, что иду как на катере. Вот, очень-очень жестко. Вот. В принципе, все. Это основные нововведения. Вот. Мы сейчас продолжим тесты, мы продолжим ходовые испытания на скорость, испытания на грузоподъемность. Все это будем делать, нам это очень интересно. Вот. И продолжим для вас совершенствовать наши лодки. Испытано на себе. Тест, который сейчас сделаем, он нетипичный. Дело в том, что мы сейчас будем нагружать нос лодки, носовую часть живым весом. Сначала сделаем это на Sherpa Extreme, а потом на стандартной Sherpa 500. ровно. Ага. Работает. Пожалуйста. Итак, руководство лодок выдра в носу.
Это 40 килограмм ровно весит. Итак, третий человек сейчас, но так как он легче, где-то примерно килограмм, весит 75 килограмм, ну, без учета снаряжения. Поэтому добавили еще дополнительный вес. Нос надо грузить. Давай. Итого в носу сейчас 300 килограмм, даже чуть больше. Как видите, мотор даже приподняло, не в типичном положении. Так, сейчас уже с весом чуть больше 300 килограмм в носовой части лодка ушла. Замеряет сейчас скорость. Ну, еще раз скажу, что кому, как не тем людям, которые производят лодки, будет интересно узнать вот эти вот показатели. И, соответственно, сейчас вернуться, я вот не знаю, там уже в носу, наверное, не поместится, если я четвертый еще сяду. Вот. Сейчас посмотрим, какие результаты, и продолжим эксперимент. Давай, дай немножко дорогу. Получается, уже здесь, в передней части, вот как видите, начиная вот с середины, вот с этой стороны, около 500 килограмм было, да? Потому что 550 даже, да? Константин 100 килограмм, ну это мы даже не считаем без обмундирования. Сергей 100. Банзар 70, но мы еще добавили пилеты, да, там где-то килограмм 40. 40 ровно. Потом Евгений 120, и под ним бак на 140 литров, но он где-то на 100 литров он заправлен. Там 100 литров. около 100 литров. Может быть, чуть больше, да. Вот. И поэтому в передней половине лодки у нас 500, больше 500 килограмм. Так, сейчас... Если еще посчитать аккумуляторы там и так далее. ну это да, мы не считаем торга. Так, сейчас я залезу. Момент ориентировка неправильная, но... 21 километр. Ага. Против течения. Против течения идем 21. Вот так вот это выглядит. Здесь. Пол. Пол даже не шевелится. Ну, даже разницы нету, он даже не шевелится. Вообще не шевелится. Давай это, адекватно сделай сейчас рассадку. Не-не. Давай вот этот мешок. Вот этот 40 килограмм. Дайте сюда. А зачем? Ну я хочу посмотреть теорию. Пойдет она? Мне кажется, вот эти 40 килограмм могут быть критичными. Да, конечно. То есть, На глиссере- то есть она... Сколько, да, мы на глиссер вышли. Выйти на Если она идет на глиссере, все, только вот эти 40 килограмм, может быть, ему и не дает вот этот. Поэтому давайте 40 килограмм сюда. Вот, кучу 40 килограмм мы ложим, чтобы отбалансировать, получается. А вдвоем ехали, на глиссер выходила, быстрее скорость была? Да, быстрее 30. 30. А, вот. Ага. Вот, пересадка небольшая.
Мелко. Хотя она столько зашла, сколько мы вдвоем в токе сели. Да, тоже 30. На этом примере было показано, насколько играет роль развесовка правильно. То есть только просто 40 килограмм, ну это, грубо говоря, там канистра 50 литров, да, положили назад, такой вес, и уже лодка вышла на глиссер. Вот сейчас Банзар пересел назад, да, то есть тут у нас впереди 200, 300, ну, те на 100, да. Те же 550 просто перераспределили по-другому. Да, распределение сделали. Сейчас посмотрим. Скорость течения здесь примерно сейчас где-то километров 7, да? При этом скорость практически не теряет она. Она идет спокойно. Вот 26, 27, даже скорость набирает. 28. Сейчас заходим в перекат. Держи 27, по перекату прошла, не потерял скорость. 35. 36. 37. 38. Этот груз мы прогоняем вот так, один и тот же. Сейчас Руслан сядет на корму, я останусь. А потом я сяду на корму, посмотрим, как все поменяется. То есть геометрию поменял. Да, то есть мы всех отсюда да, потихонечку туда Давай, переведем. давай, согласен. Тридцать 35, 36. Один. Вижу 550 килограмм. Получается, сейчас все просто переместили, нос освободили целиком. Сюда сяду. На дорогу, смотри, 40, 41, 42. Сейчас надо посадить Костяна. Вперед! Замерим. Что я еще хотел сказать, да? Самое интересное и самое главное, наверное,
что тримом я вообще не пользовался. Ага. То есть В одно положение. просто, да, в нижнем, самом нижнем положении, без всяких настроек, без всяких этих. Мгм. Вот, то есть вообще ничего не делал. Просто вот как уронил его под тоннель, и вот так он остался в этом же положении. То есть в целом трима можно было еще добавить. Да, я бы мог 3 тримом отыграть бы, она бы скорость добавила, увеличила бы, то есть, ну, вышло бы, да. эксперимента. Тогда бы не было чистоты эксперимента, потому что, допустим, не у всех моторы есть с тримом, ну, как у тебя, допустим, да, у тебя же обычный он, без трима, и у тебя нет вот этой возможности, чтобы вот, ну, трим приподнять и чтобы она лучше шла. Вот, а здесь, как бы, ну, тогда честно, как бы, все честно. Вот. Единственное, еще я хотел бы еще добавить, что мне интересна скорость течения вот этого переката. Потому что я до этого там скрикнул 6, по-моему, да, где я сказал. Вот. Надо взять GPS-ку сейчас в руки. Вот. И да, и сплавиться. И посмотреть скорость течения. Вот. И это будет уже точно правда, как бы, на все. Ага. Ну так, можем сделать. Вот основная струя. Сейчас мы хотим замерить скорость течения. Здесь тут более скоростной участок. В плане течения тут и быстрее. И вот в той части нам интересно узнать, сколько скорость. Скорость течения, и вот 9. Вот, и, кстати, вот синхронизация, да? Тут Да, даже да. поточнее показывает. Это чуть-чуть поточнее даже показывает. Десятыми. Так, 9 километров в час. 8,6. А! Тихо, тихо, тихо. Лайфхак. Так, для чего нужно весло усиленное? Смотрим. Но это я покупал отдельно. Усиленное весло. Итак, мы сейчас сделали несколько заездов. Мы распределяли груз, то есть с носа на корму, подгружали лодку, только вот живым весом. И получается, здесь какие можно сделать выводы? Ну, первый вывод. Равномерная загрузка, она важна. И правильная загрузка, она важна. Вот. Мы для себя сделали вывод, что оптимально загружать примерно середина 35% груза, который есть, на корму 45 и оставшиеся 20 на нос. Вот. И если это делать в начале похода, у нас потихонечку корма разгрузится, потому что, как правило, баки стоят на корме, ну и бензин уходит с кормы, и потихоньку все перераспределится до 35%, ну, примерно по 33%, и будет абсолютно равномерная загрузка. И вот в этих диапазонах загрузка оптимальная. Самые лучшие результаты лодки показали именно в такой загрузке. Да, показалось, что когда лодка идет чуть под загруженным кормой, то есть у нее, понятно, пятно контакта меньше, и, соответственно, она быстрее идет. Да. А со временем, когда бензин заканчивается, соответственно, она выравнивается. В целом тоже хороший результат. В целом тоже хороший результат и управляемость. Мы тестировали, когда полностью увидели на корме, все сидят на корме, там все 600 килограмм, это задняя часть лодки. Лодка очень тяжело выходит на глиссирование, но если ее вывести, у нее результаты по скорости выше. Но значительно теряется управляемость, вот, комфорт, она начинает немножко дельфинировать и так далее. Поэтому надо понимать, что загрузка носа важна. Вот. И что еще важно, когда мы тестировали троем, и лодка бороздила, ну, с носа, да, мы перенесли всего лишь 40 килограмм на корму, и положение изменилось прям коренным образом. Лодка пошла прям гораздо лучше. Поэтому даже 40 килограмм важны. Хотя, казалось бы, такая мелочь. В 650, да, там 40. Да. В общем, надо обращать внимание на это дело. Ну а сейчас мы уже перейдем непосредственно к самому названию этой лодки Sherpa Extreme и, как это можно сказать, сделаем... Экстремальный тест. Экстремальный тест, да. Потому что мы сейчас с Сергеем загрузимся в лодку и спустим баллоны. Напомню, что здесь в Sherpa Extreme находится 2 аварийных баллона в каждом борту. Вот, ну, пожелайте нам удачи. Поехали. Сергей готов? Поехали. Ну, если честно сказать, немного волнительно, потому что специально-то, конечно, никто не делает на воде, то есть чтобы вот так взять и просто спустить баллоны. Но у нас уже был опыт на Шерпе Эверест. Мы спускали не то что баллоны боковые, но и дно, потому что там есть усиленное дно и также усиленные аварийные баллоны.
Так, мы далеко от лагеря не отходим. По понятным причинам. Да. Давай, какой выбираем, левый или правый баллон? Так, давай. А? Давай начнем спускать с правой, наверное. Все равно, давай, правый. Вот тот, да? Так, но напомним, да, что аварийные борта, они идут вот здесь и вот здесь. В двух отсеках. Здесь есть аварийный борт и здесь есть аварийный борт. Клапана, соответственно, этих аварийных бортов, они находятся одного здесь, второй вот там. Сначала мы спускаем, имитируем пробой одного из бортов и Так, смотрим на форму баллона. То есть как будто визуально практически ничего не меняется. А, вот он, да, спустился. понятно, он потерял свою упругость. Вот здесь видно там явно, что он пока он продолжает спускаться, здесь видно явно, что вот у него. Ну, это достаточно такое, как бы, распространенное, да, из неисправностей. То есть, что Ну, да. может случиться на реке, там, об скалу, об скальник, об камень. Можно, конечно, в неприятном стечении обстоятельств пробить борт. Да. И мы видим, что вот у нас, не знаю, можно снять вот этот вот целый баллон и пробитый. Конечно, на вид изменилось, видно, что он, да, действительно пробитый, он пустой, но вот аварийные баллоны позволяют вот форму держать. Высота у нас... Даже торга держится. Да, и торга даже держится. У нас высота особо не изменилась. Так, попробуем на глиссер выйти. Ну, пока лодка идет, немножко сказывается на управляемости, конечно же, да, там немножко ее надо подруливать, поддерживать. Немножко стала лодка чувствительно помягче. Все-таки мы делаем вывод, что вертикальный борт, он придает дополнительную жесткость лодке, потому что дно начало немножко так вот чувствоваться. До этого оно было как стальное, сейчас немножко прогибается. Ну что, спускаем второй. Вон, борт спущен. Мы отдаем себе отчет, что при реальном пробое или разрыве ткани туда будет попадать вода, все будет сложнее. Вот. Но тем не менее, мне кажется, на живучесть лодки это повлияет очень сильно. В принципе, мы видим сейчас при спущенных баллонах даже, да, вот если вот пробили резко оба, почему-то как-то два, но высота осталась так же. Вот я сижу на баллонах, как сидел. Тут ящик, тут фанера, но тем не менее, да, все это держится, все стоит, у нас стоит торга, стоит тент, форма сохраняется. Так, пробуем без двух баллонов. Посмотрим управляемость лодки и как она выходит на глисс. Уже все баллоны сложились такие, посложились. Видно, но достаточно неплохая скорость. Ну, то есть она глиссирует, можешь... Ну, учитывая то, что мы, в принципе, на пустой, если даже груз будет какой-то, все равно шанс того, что что-то выпадет из лодки, да, или какие-то вот такие нюансы минимальные. То есть, ну, смотрите, вот все вещи лежат. Баллоны как будто просто забыли подкачать. Да. Здесь вот складываюсь больше.
Ну что, будем нос скрывать? Самый безумный вариант. Так, Думали, стоит это я делать, предлагаю нет? подъехать ближе к лагерю. Хорошо. Потому что это на самом деле И страшно. закрепиться веревкой, да? Может быть, да, даже надо будет привязать веревку к лодке, потому что, ну, то, что мы хотим сейчас сделать, это точно достаточно опасно. Мы сейчас полностью спустим баллон. Но, на. но. В отличие от Эвереста, тут нет никаких дополнительных баллонов. И есть интерес посмотреть, насколько, да, будет... Ну, насколько лодка выживет, насколько она останется на воде. О, ничего себе! Тут-то интересней. Да, значительно. Ну, наглист выходит с нашим весом. Ну что, мы хотим спустить дно. Так, друзья, смотрите. Да, полностью спущенные боковые баллоны. Они также создают форму дна. Но здесь они действительно как на воздушной подушке. Так, веревка. Держите крепко. А я забыл ее где-то. Давай сейчас быстро. Почему ты телефон вытаскиваешь, оставляешь на берегу? Дай самое дорогое, там беруши. Ого. Музыкальный инструмент. Подожди, оттести. Мне кажется, это нам кто-то говорит, не надо. Не надо. Чисто на середину так. Да, она уже сама пойдет. Запас есть еще. Так, я сделаю, да? Ты сделаешь, пусть это будет на твоих руках. Так, вот. Что говорят? Туда езжать, говорят. Сейчас нас туда утянет. Подожди. Все, открываю? Открывай, открывай. Ой-ой-ой. Она на плаву? Вот мы на плаву. Нас к берегу прибило. Нас сейчас наши друзья нас сейчас... Снова оттолкнуть. Надо отцепить сейчас веревку. А, она зашла в туннель просто. Там у Кости ребус. Что там? Ты мне ее дай? Кидай. Назар, поднатяни ее. Вот это. Держи край, который. Надо его из-под этого вытащить. Видно, То есть ты говоришь, что мы можем сейчас попробовать поехать на моторе, да? мы можем сейчас попробовать поехать, да? Так, ну нас нужно ее отвязать. Но веревки не хватит, поэтому, мне кажется, надо это... А, ну давай. Только тебе разворачиваться надо будет лов на меня. По берегу. Ну что, можно снять дно, да? Ну, абсолютно. Все, клапан открыт. Клапан у нас открыт. Воздух. Вот сейчас, скорее всего, будет интересная штука происходить. Все вздулось. Конечно, Нет, ну в целом в таком варианте вообще нет смысла выходить на глиссер. Нужно Ну, дотянуть конечно. до берега. Ну да, да, да. То есть она идет Хотя и бы на управляется. веслах. Да? Управляется. Да, да. Все, А, мы идем по милям. Так, стоп. Вырубай пока. Вот, мы сейчас находимся
опять же, в полностью спущенной лодке мы предусмотрели такой вариант, что пробиты оба баллона и дно. Например, прошла какая-то, ну, обо что-то поперек пролетели, какое-то бревно, какой-то скальник был, порез прям на всю лодку, да. Вот, и самый такой вариант, при котором, ну, обычно лодкам, наверное, приходит уже, ну, затопление, да, скорее всего, лодка потонет, если... Нет, но она будет на плаву за счет какого-то из баллонов, который остался. Нет, обычно, если вот полностью порез, ну да, или до фальшбортов обычная лодка, да. Вот, что мы видим здесь? Мы видим, да, что дно абсолютно, оно сдутое, оно вот, и дно сдутое, и борта у нас сдутые, вот, но геометрия лодки, она сохраняется. А стойчивость лодки, вот, сижу на борту, склоняюсь, вот она, лодка устойчивая, сохранила свою форму и даже, ну, как-то едет на моторе. Конечно, там прохваты идут, ну, и так далее уже, но потихонечку причалить эта лодка позволит и сохранить груз. Груз полностью будет сохранен, потому что геометрия-то она сохранилась. Она практически до носа так идет, да? Баллоны. Там баллоны аварийные, они заканчиваются раньше, но еще за счет того, что у нас 1450 плотность ткани, вот, за счет этого ткань все равно более плотная, она держит свою форму, свою геометрию выдерживает. Ну что, я считаю, что тест успешный. Лодка выполнила свою задачу, аварийные баллоны выполнили свою задачу. Лодка сохранена, груз сохранен, люди сохранены. И это здорово. Да, друзья, ну вы сами были свидетелями, действительно. И еще раз повторю, что очень важно, что сами производители, да, не просто там дали задание кому-то, да, проверить это, вот сами приехали в Якутию, причем вот то, что вот эта погода, это мы не заказывали, да, то есть мог быть идти снег, да, вот, несмотря на это, они приехали, сделали тесты, и сейчас уже на основе этих тестов понимание, как идет лодка, как она себя ведет, будет в дальнейшем, ну, судьба вот развития вот этой модели, правильно? Да, все верно, все верно. Так, ну, а нам сегодня предстоит возврат в Синск, далее у нас продолжится наше путешествие. Ну, а Сергей и Константин с полученными результатами будут возвращаться в Новосибирск и, соответственно... На производстве работать дальше. На производстве работать. На благо выдроводов. На благо всех выдроводов. Да, вот. Ну, друзья, всем успехов и смотрите нашу программу «Испытываем на себе» на канале Якутия 24.